Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидобстановка сегодня в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. За сутки зарегистрировано по данным Управления Роспотребнадзора 289 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 147 приходится на столицу нашей республики, город Якутск. 17 случаев зарегистрировано в Алданском районе. Сложной обстановкой остается обстановка в Амгинском и Мирнинском улусах, где зарегистрировано по 14 случаев. Ситуация в Амгинском улусе требует принятия более серьезных мер, направленных на ограничение передвижения. В целом по территории самого Амгинского улуса в связи с тем, что во многие сельские небольшие населенные пункты пришел ковид, в то время как в течение всего летнего периода именно в Амгинском улусе система контроля за гражданами заболевшими была более серьезно отработана со стороны органов местного самоуправления. Сложной остается обстановка в Мегино-Кангаласском улусе. Необходимо обратить внимание, что там сегодня зарегистрировано 13 случаев. Тем не менее, достаточно часто стали появляться случаи, которые осуществляются исходя из позднего обращения в медицинские организации. В связи с этим обращаю на это особое внимание и учреждений здравоохранения, и граждан Мегино-Кангаласского улуса. 12 случаев зарегистрировано в Нюрбинском улусе, 11 в Нерюнгринском, 8 в Среднеколымском, по 7 в Ленском и Намском, и 1 случай зарегистрирован, 6 случаев зарегистрировано в Оленюкском улусе. 7 и менее случаев зарегистрировано в 13 районах республики. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, мы с вами находимся в той ситуации, тогда, когда сами по себе санитарно-эпидемиологические обстановки в улусах у нас являются достаточно разными. И иногда видимое благополучие может явиться основанием того, что мы принимаем решение о проведении ряда мероприятий, несмотря на запреты, установленными указами. Так ситуация осложнилась достаточно в спокойном улусе, в Жиганском улусе, в котором в селе Кыстатым, соответственно, сегодня у нас на подтверждении находится групповое заболевание граждан, которые, соответственно, получили это отдаленный населенный пункт. Сегодня в нем действует фельдшерско-акушерский пункт. Всеми соответствующими медикаментами и лекарствами он обеспечен. Ведется соответствующее ведение больных. Часть больных непосредственно у нас вывезена, им оказывается медицинская помощь в самом селе Жиганск. Но причиной заболевания группового явилось одно хорошее семейное торжество в виде юбилея. Обращаем ваше внимание, что несмотря на то, что село отдаленное, по своему укладу достаточно и большое количество было, в том числе и провакцинированных там граждан, возникла некая видимая санитарно-эпидемиологическое благополучие и безопасность. Но это не значит, что при возникшей угрозе, соответственно, у нас не может произойти там новой вспышки заболевания. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимость соблюдения действий указа главы Республики Саха-Якутия на территории всей республики, независимо от того, где находится муниципальное образование. Наиболее сложной у нас остается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе Якутске, в Мирнинском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Хангаласском улусах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я сегодня хотела бы акцентировать внимание, в связи с тем, что у нас впереди новая неделя, на изменения, которые произошли в указе главы Республики Саха-Якутия на прошлой неделе относительно граждан, которые вошли сегодня в группу риска. Это гражданам, которые 60 лет. Если раньше все ограничения относительно удаленной работы касались граждан старше 65 лет, то сегодня, соответственно, на удаленную работу должны уйти, если учреждения работают в режиме, граждане, которые, старше 60 лет, и, соответственно, должны быть созданы эти условия для тех, кто, соответственно,
Если невозможно перейти на удаленный режим работы, то соответствующие условия должны быть созданы для их работы. Это касается в соответствии с поручением Путина, конечно, невакцинированных граждан, но должны они в обязательном порядке соблюдать все требования. Кроме того, обращаю внимание на то, что действовал и продолжает действовать, особенно сейчас это актуально, пункт указа главы Республики Якутия, по которому допуск на работу граждан, вернувшихся из длительных отпусков, а сейчас были выезды в отпуска, осуществляется при наличии лишь только отрицательного ПЦР-теста со сроком 72 часа. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается прививочная кампания, и на сегодня уже 527 в республику вообще поступило 527 100 доз вакцины. Новую партию вакцин, первую вакцину у нас получили 408 256 человек. Вот мы так незаметно перешли через рубеж 400 тысяч человек, вакцинированных в республике. Ревакцинировано у нас 32 164 человека. На прошлой неделе возникали вопросы по дефициту вакцины «Спутник Лайт» в некоторых поликлиниках города Якутска. Вопрос был решен оперативно при поступлении сигнала. И, соответственно, главой республики в целях пополнения запаса по «Спутнику Лайта» было получено согласие председателя оперативного штаба правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой по поставке «Спутника Лайт» в республику Саха-Якутия. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы идем далее. Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Штрафы во время локдауна в Ленске за неделю составили десятки протоколов. Почему ленчане не хотят надевать маски? Диктанты бывают разные. В Якутске организовали очередной хомусный диктант. Принять участие может каждый. История по спасению фламинго продолжается. Расскажем, как на данный момент обстоят дела у экзотического пернатого. Обрушение породы произошло на блоке номер 11 рудника «Интернациональный» в Мирнинском районе республики. Пострадал один человек. Установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы. В результате одному работнику придавило ноги. Спасатели передали мужчину медикам, также сотрудники МЧС выводят других работников. На данный момент проводится обследование участка. Всего задействовано 17 человек личного состава и 3 единицы техники. Отмечается, что угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет. Газовая обстановка в норме. В Якутии растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Управление Роспотребнадзора по республике информирует, что по данным оперативного мониторинга на конец октября наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. В целом по республике зарегистрировано чуть больше 11 тысяч случаев ОРВИ с превышением порогов заболеваемости во всех возрастных группах населения. В настоящее время активно продолжается иммунизация населения республики против гриппа. В республике в эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ планируется охватить прививками против гриппа 60% населения. Между тем, ленские предприниматели обошлись без штрафов в локдаун. Пока. С 29 октября по общественным местам с проверками ходят полицейские и специалисты Роспотребнадзора. Ездят и по магазинам, но не за покупками. Проверяющим важно убедиться, что продавцы имеют QR-код о вакцинации, носят маски и не обслуживают посетителей без средств защиты. Штрафов и предписаний предпринимателям не выписали. Чего не скажешь про жителей. За 6 дней рейда сотрудники правопорядка составили десятки протоколов. Ленчане не хотят надевать маски. В настоящий момент граждане не высказывают каких-либо претензий, то есть соглашаются с правонарушением и одевают маски. Пока штрафы небольшие, пару человек по 1000 рублей, а так до 30 тысяч рублей предусматривается.
В рамках инвестиционной программы ЖКХ Якутии в этом году реализуется первый этап проекта по строительству котельной АНЭС-1 сетями теплоснабжения для оптимизации котельной «Квартальная» в селе Анес Амгинского улуса. По проекту предусмотрено возведение котельной, дробилки для угля, насосной с пожарными резервуарами, тепловых сетей для оптимизации существующей модульной котельной, сетей водоотведения и ограждения. На сегодня уже завершен ряд строительных работ. Завершение полного цикла работ планируется в 2022 году. К другим темам. История музыкального инструмента хамус, его виды и кому присваивается титул «Виртуоз-хамусист». Работники музея и центра хамуса очередной раз организовали хамусный диктант. В этом году его посвятили хамусистам-виртуозам мира. Это связано с тем, что в конце ноября должен состояться третий международный конкурс исполнителей на хамусе. Акция стартовала на сайте музея и продлится 3 дня. Задания письменной работы оформлены в виде теста и состоят из 20 вопросов. Для того, чтобы принять участие, нужно зайти на сайт музея и зарегистрироваться. Всем участникам выдается сертификат. Отмечу, что хамусный диктант проводится уже 3-й год. Хамусный диктант 3-й раз проводится. Началась она со вчерашнего дня. Будет проводиться 3 дня будет. И любой, кто может участвовать. В прошлом году участвовало около 12 тысяч человек. Позапрошлом году 1200 человек. Участники были из разных регионов, в том числе и Соединенных Штатов Америки, Франции, Англии. К другим темам. В Ленск доставили фламинго. Напомню, птицу нашли на 73-м километре Чиендинского месторождения. Привезли находку спасатели. Анна Литвинова, у которой находился последние 2 суток Гриша, так прозвали фламинго, после поездки с месторождения доставила птицу в ветеринарную службу Ленска. По внешним признакам сотрудники клиники сделали заключение. Фламинго истощен, температура тела ниже положенной. Остается надеяться, что Гриша справится с недугом и останется жив. Дальнейшее место жительства экзотической птицы пока неизвестно. Ее судьбой должны заняться федеральные службы. А пока Гриша на передержке у Анны Литвиновой. В районе Чиендинского месторождения работники вахтового поселка нашли розового фламинго. Пернатая оказалась детенышем. Сегодня его перевезли в Ленск. Когда птицу нашли, она была истощена. Неравнодушные люди отогрели и приютили фламинго в офисе местной столовой. Назвали экзотического гостя Гришей. Гриша – 3-летний птенец. Скорее всего, отбился от стаи. Питался чем придется, потому и окрас перьев у птицы светлый. Розовое окрашивание у них появляется при получении обычного для них корма. Это красно окрашенные морепродукты или морские водоросли. У птицы мы взяли анализ, биологический материал для исследования на грипп птицы, который мы отправим в Якутскую республиканскую ветеринарную лабораторию. Сколько южный гость будет находиться в Ленске, еще неизвестно. Фламинго занесен в Красную книгу. Его судьбу будет решать Росприроднадзор. Якутские экологи отправили запрос в Москву. Возможно, заберут в какой-то зоопарк. Может, в Москву, может, Красноярск. Не знаю пока. А возможно, нам дадут разрешение на то, чтобы мы их содержали в нашем зоопарке республиканском. В завершении выпуска информация о погоде. Штормовой ветер прогнозируют синоптики в 7 районах Якутии. В 2 районах ожидается местами сильный снегопад. Порывистый ветер скоростью до 17-22 метров в секунду ожидается сегодня, 5 ноября, в Оленёкском, Мирнинском, Жиганском, Алданском и Нюрюнгринском районах. Скорость ветра в Анабарском и Булунском районах будет достигать 19-24 метров в секунду. По побережью до 27-32 метров в секунду. Ожидаются метели. В Алданском и Нюрюнгринском районах ожидается снегопад, местами сильный. Между тем, синоптики прогнозируют температуру выше нормы на 14-17 градусов в ряде регионов России, в том числе и в республике. Теплая погода и большие температурные аномалии ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели. Температура в Якутске в этот период будет составлять минус 16-20 градусов. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.